Это видео специально для тех, кто говорит: "Они шииты, мы сунниты. Они иранцы, мы арабы, мы тюрки" и так далее. Вот ваш муфтий, вот наш муфтий, муфтий Менк рассказывает про это, говорит об этом. Если вы не понимаете английский, я поставлю субтитры, если получится. Но дослушайте нормально, правильно, о чем он говорит, что он хочет донести до вас. О, люди, проснитесь, не будьте несправедливы к себе. Today, while Gaza is being bombed and Iran is being bombed, it hurts us. It really hurts us as an ummah. But we find ourselves fragmented to the degree that some might even say, well, it's okay, you know, those guys are like this and those guys are like that. Wal-iyadhu billah. That's not good enough. Because in no time, it will come to you and I. And then others will say the same thing. That who are they? What are they going to do? Oh, they deserve it. I've heard people say they deserve it. How dare we say they deserve it? We are supposed to be from among those who care for each other no matter what. I might have differences with you. I might have had a little squabble with you. But trust me, when push comes to shove, I should stand up for you. We are closer than anything else. We are members of an ummah. And the Prophet ﷺ has warned us about this. In fact, the Quran says, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Allah speaks about the enemy, and Allah says those disbelievers are protectors of one another. بعضهم أولياء بعض. They will protect each other. If you are not going to protect each other as well, there will be chaos and corruption on earth in a very great way. And that's what we're witnessing. Had we stood up for one another, if we were all there for one another, if we were genuine towards one another, we would not have witnessed the chaos we are witnessing today. Because that's what the Quran tells us. Друзья, перевел как смог. Если я ошибся, то исправьте меня, буду благодарен. С удовольствием его перевел на таджикский язык, но думаю, в следующем видео я на таджикском переведу, чтобы таджикоязычные, персоязычные тоже поняли. Кто не понял, о чем говорит муфти Менк, еще раз пересмотрите внимательно. Буду благодарен вам, ребята. Это очень важно для нас. Не будьте из числа тех людей, которые говорят: ай, вы шииты, ай, вы сунниты, вы такие, вы сякие, мы такие, мы сякие. Не будьте из числа таких людей. Мы являемся одной уммой пророка. Хотим мы этого, нет. Мы все на языке говорим: ашхаду ан ла илляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммада абдуху ва расулух. То есть нет Бога, кроме Бога, одного единого, всемогущего. И пророк Мухаммад является его пророком. Наби Аллах. И, ребята, будьте из тех людей, которые поддерживают друг друга. Клянусь Аллахом, в такие дни, в такие моменты мы должны поддерживать друг друга, хоть и есть, если есть у нас разногласия. Поверьте мне, у нас бывают разногласия со всеми соседями, но когда приходит большая беда, мы всегда должны быть бок о бок. Мы это знаем, это осознаем, но это надо реализовывать, ребята, понимаете? Может, я тоже ошибаюсь, но человек не бывает без ошибки. Простите мои ошибки и будьте из числа тех людей, которые в судный день, несомненно, будет в ответе, и мы там скажем: мы были вместе, и Аллах непременно наградит нас. Аллах не будет нас там говорить: ай, ты говорил шиит, ты суннит. Нет, это не будет. Все будем мы под одном знаменем, одной умой, ребята, понимаете, да? И если есть еще что-то сказать, напишите в комментариях, обязательно пообсуждаем, поговорим. Подпишитесь, буду благодарен вам. Мира вам и благословения Аллаха, и да упокоит Аллах души тех шахидов, которые гибнут в такие моменты, в таких войнах. Ассаламу алейкум, мир вам и благословения.